Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. Сегодня в программе. Первая победа. 24 года назад был освобожден город Гагра. Второй памятник первому президенту. В Гагре открыт монумент Владиславу Ардзенбо. 100 тысяч на третьего ребенка. В Сухуми презентован благотворительный фонд Асхара. Сегодня исполняется 24 года со дня освобождения города Гагры и Гагрского района от войск Госсовета Грузии в период Отечественной войны народа Абхазии. Наступательная операция по освобождению Гагрского района началась рано утром 2 октября 1992 года. В этот же вечер в 19 часов 30 минут город был полностью освобожден от врага. Под Гагрой были разгромлены отборные грузинские батальоны. 6 октября в 6 часов 40 минут государственный флаг Абхазии уже развивался на российско-абхазской государственной границе по реке Псоу. Гагрский район был оккупирован войсками Грузии 48 дней и ночей. Но именно Гагрская победа оказалась первой в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Сегодня в Гагре прошли праздничные мероприятия, посвященные 24-й годовщине освобождения города и района от грузинских оккупантов. Самое основное из них – открытие в центре города памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзенбо. В церемонии принял участие президент Рауль Хаджимба. Об этом событий чуть позже. А сейчас немного истории о первой победе абхазской армии в материале Елены Лолуа. 48 дней Гагрский район был под контролем войск Госсовета Грузии. Гагрская операция под кодовым названием «Буря» началась 1 октября в 14:30 огнем из нескольких орудий. Первый бой завязался у Колхидской сельской библиотеки, где засели грузинские гвардейцы. В начале Гагрской наступательной операции у абхазской стороны было минимум вооружения. Для сравнения, 570 человек были вооружены стрелковым автоматическим оружием. У остальных же были лишь охотничьи ружья. Из боевой техники абхазские формирования располагали лишь 2 танками Т-55 и 2 минометами. И все. Зато враг был вооружен до зубов. Под ружьем с грузинской стороны находилось свыше 4000 человек. Их поддерживали свыше 40 единиц бронетехники, десятки артиллерийских орудий, минометов. Позиции абхазов все время атаковывались с воздуха. В городе были разрушения и жертвы среди мирного населения. В ходе наступательной операции шла упорная борьба за господствующие над городом высотами, особенно за овладение горой Мамзычха. А это записи из оперативных сводок штаба обороны Народного ополчения Абхазии. 5 октября в 17:50 силы Народного ополчения вошли с боями в труднейший скальный участок со множеством заминированных мостов и участков дороги и вышли к Холодной речке. После перегруппировки в 6 часов вечера был прорван заслон противника, а на Цандрипском спуске после очередной атаки его сопротивление было полностью сломлено. Противник, бросив танки, боеприпасы и вооружение, бежал кто куда, кто в горы, кто до российско-абхазской границы. Бандиты, которые пришли в Абхазию, мы всех прогоним отсюда. Ни один абхазец и все наши братья, которые пришли сюда, воевать за нашу землю. До последней капли крови будет воевать. Так что пускай они знают, что мы никогда не сдадимся на нашей земле. Обстановка нормальная, взяли Гагру через час возьмем. Уже прошли, освободили. 6 октября в 6 часов 40 минут флаг Республики Абхазия взвился на абхазо-российской границе по реке Псоу. Находимся на посту Псоу на южной границе России с Абхазией. Шум боя был слышен вчера вечером. К ночи сильно усилился. Стали выходить представители грузинской гвардии, выходили ополченцы. В конце концов, на 8 часов утра вышло около 200 человек.
С абхазской стороны на Гагрском фронте погибли 108 человек, из них 15 добровольцев. Но и у врага были серьезные потери. Абхазской стороной было захвачено 35 единиц боевой техники, десятки артиллерийских орудий, минометов, большое количество боеприпасов. Были разгромлены в том числе подразделением Хидриони и Тетри Арциви. После Гагрской операции началось формирование регулярной армии Абхазии, а также Министерства обороны и Генерального штаба. Дорога жизни, по которой со стороны России доставлялся гуманитарный груз, была открыта. Это был первый большой успех абхазской армии. После Гагрского прорыва народ понял, что враг не так страшен, что наша армия может вести наступательные действия и обязательно дойдет до Ингура. Елена Лолуа, Абхазское телевидение. Репортаж из Гагры готовится к эфиру. Мы предложим его вашему вниманию чуть позже, а сейчас продолжаем. В рамках проекта компании «Аквафон» масштабные флаги. В городах Абхазии установлен еще один государственный флаг. Теперь уже на границе с Россией. Дата поднятия государственного флага приурочена ко дню освобождения города Гагра. Проект «Масштабные флаги в городах Абхазии» действует уже 7 лет. Это очень важный социальный проект, инициированный компанией «Аквафон», Республиканским комитетом по делам молодежи и спорту и Ассоциацией молодежных организаций страны. За время существования проекта флаг страны был установлен в каждом городе Абхазии и ряде мест боевой славы. Сегодняшний день, 6 октября, нами был выбран не зря. Мы устанавливаем флаг на границе с Россией. В 1992 году в этот день абхазская армия освободила Гагру и вышла на границу и водрузила абхазский флаг. Это знаменательное событие, знаменательная дата, и по этой причине мы выбрали этот день и это место. 30 сентября 1993 года, после 413 кровопролитных дней и ночей, над освобожденной Абхазией поднялось знамя победы. Пройдя тяжелый путь борьбы, наша республика обрела главный праздник – День независимости. Масштабные флаги в городах Абхазии – один из самых крупных проектов компании «Аквафон». Стартовав в 2009 году, он шествует по городам и селам страны, оставляя за собой главный символ независимости – государственный флаг. Традиционно компания «Аквафон» инициирует и участвует в реализации проектов патриотической направленности. Спустя 24 года, хотя и нам казалось, что это вчера было, но целая вечность вроде прошла, но оно в наших сердцах, в наших головах оно осталось как бы, это вчера на самом деле было. И вот решение и правительства, и района, и всего повесит настоящий огромный флаг, что при въезде в республику это было видно, что символ государства – это наша честь, слава. Как отметили представители компании, это еще не финал проекта. В ближайшее время и в других значимых местах страны компания «Аквафон» установит государственный флаг Республики Абхазия. Рената Шакай, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Москве прошла выставка «Золотая осень-2016», в которой в 5-й раз принимала участие Абхазия. Делегацию нашей страны на агробизнес-форуме возглавлял премьер-министр республики Беслан Барцец. В рамках форума в первой половине дня сегодня состоялись рабочие встречи премьера, а также министра сельского хозяйства Даура Тарба и торгпреда Абхазии в России Олега Барцец с министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым и губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. Абхазскую экспозицию представили на выставке 14 компаний-производителей сельскохозяйственной продукции. Мы считаем очень полезной для наших производителей. Уже 5-й раз Абхазия принимает участие на этой выставке. Торговое представительство Абхазии, Международный культурно-деловой центр и правительство Абхазии 5-й раз организовывает участие наших производителей на этой выставке. Конечно же, очень большие возможности открывает наша выставка. Продукция абхазских производителей пользуется хорошим спросом, открывает возможности выхода на рынок. Вообще мы стараемся поддерживать тех производителей, которые экспортоориентированы, которые имеют возможности поставлять свою продукцию на рынки России с учетом условий импортозамещения, возможности участия наших производителей в этой программе. И правительство Абхазии уже в последующем году, когда будем параметры бюджета определять, работа уже в этом направлении ведется, мы существенно увеличим наши возможности поддержки сельхозпроизводителей для того, чтобы поддержать наше сельское хозяйство.
Сегодняшняя выставка, еще раз повторяю, считаю очень важным, и ту традицию, которая была начата 5 лет назад, будет продолжена правительством Абхазии, поддержка этого мероприятия, потому что площадки подобного рода очень полезны и нужны абхазской стороне, нам, сельскому хозяйству Абхазии, для того, чтобы продвигать нашу продукцию на внешние рынки. Но тут много наших старых друзей Абхазии, будем называть так, многие губернаторы, с которыми удавалось уже пообщаться на других площадках, ярмарках, бизнес-форумах. Проговорили, еще дальше будут разговоры с представителями регионов Российской Федерации, работу с которыми мы давно ведем, будем продолжать развивать наши отношения. И многие субъекты Федерации заинтересованы в том, чтобы прямые поставки от наших производителей осуществлялись в их регионы, где, еще раз повторяюсь, продукция наша пользуется высоким спросом ввиду ее качества, экологических составляющих и так далее. Такие позиции, как вино, давно заняли свою лидирующую нишу на российском рынке. Вот вы знаете, что по позиции вино мы после большой такой тройки поставщиков в Россию сегодня мы занимаем 4-е место. Очень хорошие перспективы у нашего меда, у наших вод и немного поддержки государства и немного поддержать нужно этих производителей для того, чтобы увеличились объемы и достойно быть представлены на российском рынке. В Сухуми на стадионе «Динамо» при поддержке правительства Республики Абхазия проходит 9-й турнир смешанных единоборств ОФС-9 «Битва в Абхазии». Сегодня утром президент Рауль Хаджимба принял американского и российского спортсмена, борца смешанных единоборств Джеффри Монсона. Глава государства поприветствовал Монсона в Абхазии. Президент отметил, что проведение соревнований по смешанным единоборствам – важное спортивное событие. Рауль Хаджимба поблагодарил Монсона за работу по защите и отстаиванию прав народов на самоопределение и независимость. То, что вы сегодня пропагандируете, то, что вы делаете через ваши возможности, через те усилия, которые осуществляются вами для сближения позиций многих и многих людей на планете, я думаю, это очень значимое событие. Помимо моего основного участия в этом турнире, целью моего визита в Абхазию является сделать все возможное, чтобы мир как можно больше услышал о вашей стране, чтобы во всем мире узнали, что такая страна, как Абхазия, существует, что здесь проживают нормальные люди, у которых есть право на самоопределение, право на свободу, и что эти люди хотят быть признанными как можно большим количеством стран. За большой личный вклад и защиту и отстаивание права народов на самоопределение и независимость президент Рауль Хаджимба присвоил Монсону звание «Почетный гражданин Республики Абхазия». Итак, в эти минуты на стадионе «Динамо» в Сухуми проходит 9-й турнир по смешанным единоборствам ОФС «Битва в Абхазии». В соревнованиях принимают участие 24 бойца из России, Абхазии, Северной Осетии, Армении, Украины, Афганистана, Таджикистана, ДНР, США, Австрии и Бразилии. У каждого из них по одному бою. Бои проходят в весовых категориях от 70 до 112 килограммов. Турнир транслируется на каналах Европы в прямом эфире. Абхазию представляют Александр Тванба и Энри Агрба. Титул чемпиона ОФС будет защищать Алияр Тигр Саркеров в бою с Маурисио Мачадо, Бразилия. Поединок в полусредней весовой категории пройдет между спортсменом из Абхазии Александром Тванба и Исой Итаевым, представляющим Россию. Турнир организован промоутерской компанией Octagon Fighting Sensation при поддержке правительства Республики Абхазия. Информационным партнером является мобильный оператор Амобайл. И да, здесь нужно работать по корпусу Багаудину Аббасову, показывать активность. Удается встать Арсену Магомедову, так собрал, конечно, прилично. И вот здесь хорошая тройка Багаудина Аббасова. Хай-кик. Жесткий очень. Лоу-кики повело, мы видим, повело Арсена Магомедова.
На морально-волевых снова Арсен держится. Очень ему несладко приходится с таким опытным бойцом, как Багаудин Аббасов. Попытка тейкдауна со стороны Магомедова. Убирает ноги. Багаудин Аббасов переворачивает соперника. Есть у него сайд-контроль, но забирает спину, по сути, и не видит этих ударов. И заходит в маунт сейчас. Багаудин Аббасов пытается мастить. Арсен Магомедов, удается ему вывернуться на заключительные 20 с небольшим секунд. И перевод, бросок. Аббасов сверху. Ну, в принципе, наверное, бой он выиграл. Разбит нос у Арсена Магомедова. Для него дело чести додержаться. Яростно атакует в последние секунды Багаудин Аббасов. О результатах боев мы расскажем более подробно в одном из наших ближайших эфиров. А сейчас к другим темам. Спикер Народного собрания Валерий Бганба поздравил с избранием на должность председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Володина. Валерий Бганба от имени Народного собрания Абхазии приветствовал депутатов Государственной Думы Федерального собрания России 7-го созыва с началом работы. Парламент Республики Абхазия не сомневается, что и новый созыв Государственной Думы будет поддерживать и развивать сложившиеся искренние, дружеские и деловые отношения между нашими парламентами, говорится в частности в поздравлении. Завершились третьи международные иналыповские чтения. Научный форум был посвящен столетию видного деятеля абхазской науки, историка, кавказоведа Шалвы Иналыпа. Участники конференции сквозь призму трудов Иналыпа обсудили проблемы сегодняшней науки и пути их решения. Симаргун об итогах конференции. Ставшие традиционными иналыповские чтения свидетельствуют об усилившемся интересе к истории, уникальному духовному опыту и культуре нашего народа. Научный форум длился 3 дня и стал площадкой для обмена мнениями ученых в разных областях. Участники форума отмечали, что иналыповские чтения стали очень важным событием, способным дать новый импульс исследованию актуальных проблем абхазоведения. Феномен профессора Шалвы Иналыпа еще больше сблизил специалистов в области истории, этнологии, археологии. Более того, иналыповские чтения стали достаточно удобной, как мне кажется, площадкой для обмена мнениями между политологами, конфликтологами, экологами, культурологами. Я не говорю уже о важности дискуссий, развернувшихся в рамках секционных занятий между фольклористами, лингвистами, литературоведами, искусствоведами. Программа форума была весьма насыщенной. Работа была разделена на 5 секций. Культура и быт народов Кавказа, этногенез, литература и искусство, языкознание и проблемы Кавказа. Тематика выбранных тем показывает, насколько важны вопросы, поднятые учеными. Шалва Иналыпа изучал этнологию, историю, занимался литературной критикой и фольклористикой. Сквозь призму идей, взгляда выдающегося кавказоведа Шалвы Иналыпа ученые сумели по-новому взглянуть на развитие и проблемы науки. Подводя итоги научного форума, руководители секции отметили живой интерес к поднятым темам и неформальное общение по различным направлениям современной науки. А главное, чтения прошли в духе самого Шалвы Иналыпа. Наша секция называлась «Кавказ от Черноморья до Каспия. Проблемы современного развития». За 2 дня у нас было сделано 15 докладов. Из них я обозначу, откуда 6 докладов, что логично, были из Сухума авторы. 5 докладов на 2-м месте Ростов-на-Дону. 3 доклада из Москвы, 1 доклад из Казани. Тематика, которая обсуждалась на секции, это, условно говоря, это от начала 20 века и даже раньше, заходами в историю, и до современности, с
планом такого прогнозирования будущего при возможности. Магомед Магомедов, директор Института языка, литературы и искусства Дагестанского научного центра, в Абхазии впервые, но очень хорошо знаком с трудами Иналыпа. Магомедов уверен, что форум дает возможность ученым обсудить схожие проблемы развития и сохранения родных языков. Состояние кавказского языкознания на сегодняшний день весьма актуально, считает профессор. Многие проблемы, касающиеся языка, современного состояния языка, проблем сохранения и развития языка, они очень близки нам, потому что хотя Абхазия является моноязычной страной, но тем не менее проблема сохранения самого абхазского языка здесь тоже актуальна. А в условиях Дагестана они очень актуальны, потому что у нас многоязычная республика, 32 языка, и уровень знания родных языков у нас с каждым годом падает, к сожалению. Вот эти проблемы, как сохранить наши языки, как сохранить наш фольклор, духовное наследие наших народов, это вопросы, которые прозвучали и ставят ученые сегодня. Материалы предыдущих вторых международных иналыповских чтений были опубликованы спустя 5 лет. На этот раз, если участники форума представят доклады в течение месяца, они будут изданы уже в будущем году. Следующий научный форум пройдет через 3 года, но уже в другом формате. Сима Аргун, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Сухуми прошла презентация нового благотворительного фонда «Азхара». Учрежден он по инициативе группы депутатов Народного собрания. По словам соучредителей, депутата Леонида Чамагу и общественного деятеля Луизы Тарба, фонд будет осуществлять единовременную выплату абхазским семьям, в которых родится 3-й и последующий ребенок. Учредители благотворительного внебюджетного фонда «Азхара» убеждены, фонд поможет решить демографическую проблему в стране. Чтобы семьи этнических абхазов пополнялись, им необходимо обеспечить стабильную финансовую опору и надежный тыл, в роли которого и будет выступать благотворительный фонд «Азхара». По информации одного из его учредителей, депутата Леонида Чамагу, по статистике в Абхазии ежегодно рождаются около 300 детей, которые в семьях являются третьими. Для единовременных выплат в размере 100 тысяч рублей фонду понадобится в год более 40 миллионов рублей. На первых порах учредители фонда надеются на финансовую поддержку государства. За рождение 3-го и последующего ребенка будут выплачиваться определенные суммы. На сегодняшний день мы планируем так, чтобы минимальная сумма выплаты за рождение, еще раз оговариваю, речь идет о рождении 3-го и последующего ребенка. Речь идет о том, что это представители абхазского этноса. Выплаты будут производиться в размере 100 тысяч рублей. Это минимальная сумма. Есть надежда на то, что помимо этого будут производиться ежемесячные выплаты в течение хотя бы 1 года в размере нескольких тысяч рублей. Соучредитель фонда Луиза Тарба рассказала, что первый взнос делали все 35 депутатов. Они перечислили в фонд месячную зарплату на общую сумму 350 тысяч рублей. Она также уточнила, что целью фонда является и социальная реабилитация детей-сирот, оказавшихся без попечения родителей. Источниками финансирования фонда являются регулярные единовременные взносы учредителей, добровольные пожертвования и имущественные взносы других физических и юридических лиц, как на территории Абхазии, так и за ее пределами. В попечительский совет будут входить спикер Народного собрания, глава администрации президента, председатели Совета старейшин и движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Гули Кичба отметила, что необходимость в подобном фонде назрела давно и напомнила, что еще первый президент Абхазии Владислав Ардзинба высказывался за создание фонда по поддержке многодетных семей абхазов. То есть такие попытки все равно были. Это самое благое дело. Это как материнский капитал. Может быть, действительно у нас начнут создавать, мы на это надеемся, пары, и очень будет рождаемость высокая. Вот на это нацелено прежде всего вот этот фонд. И я считаю, что это очень правильное решение. И народ нас должен это понять и воспринять. Большие, великие государства, более состоятельные в экономическом смысле, до сих пор помогают эти государства своей диаспоре. В том числе, я знаю, мы вот ездили в Армению, у них есть специальный такой фонд для поддержки семей. Это существуют различные благотворительные фонды и в России, и в других странах. Мы подумали,
Почему бы нам это не сделать? Ведь это одна из составляющих нашей безопасности. Сила государства в ее численности, за что, собственно говоря, и началась война. Депутат Левон Галустян поддержал идею создания благотворительного фонда «Асхара». Абхазское государство многонациональное государство, но государственным образующим является абхазский этнос. Мы это все прекрасно понимаем, и если у наших старших братьев абхазов будут определенные проблемы с этим, то от этого будет, что называется, эти проблемы будут проецироваться в том числе на весь народ нашей республики. И поэтому от благополучия абхазов, а мы считаем их старшими в нашем таком общем доме под названием Абхазия, зависит и наше благополучное будущее. Поэтому эту идею мы одобрили и всячески будем ее поддерживать. Учредители фонда заметили, что сумма единовременной выплаты со временем может быть увеличена до 200 тысяч рублей, если благотворительные взносы в фонд будут существенными. Фонд «Асхара» планирует начать работу с января 2017 года. Амра Мичбас, Тамур Гошба, Абхазское телевидение. В рамках подписанного 30 апреля 2009 года между президентами Российской Федерации и Республики Абхазия соглашения о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия на рубежах Республики Абхазия несут службы сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Абхазии. В соответствии с положениями закона республики о порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия от 1 апреля 2016 года основанием для пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право пересечения государственной границы Республики Абхазия. В случае обнаружения неисправности в документах на право пересечения государственной границы на КПП «Ингур» в экстренных ситуациях решение на пропуск лица через государственную границу Абхазии с Грузией принимают представители контрольных органов Республики Абхазия. За нарушение установленных правил пересечения государственной границы и нахождения в пограничной зоне граждане несут административную либо уголовную ответственность в соответствии со статьями Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Республики Абхазия. А сейчас обещанный репортаж из Гагры. Сарес мэр расскажет подробности праздничных мероприятий. Гагру грузинские войска захватили 19 августа 1992 года. Именно тогда в поселке Цандрыпш был высажен десант противника. Здесь он встретил отчаянное сопротивление абхазских ополченцев. Но силы были неравны. Наши бойцы были вынуждены отойти к санаторию «Украина». Враг, воспользовавшись этим, полностью оккупировал Гагру. В течение 1,5 месяца войска Госсовета Грузии пытались осуществить прорыв в сторону Гудауты. Операция по освобождению города, согласно составленному плану генерала Сергея Дбар, и под его же руководством началась 2 октября рано утром. После 4 дней ожесточенных боев город был освобожден, и флаг нашей республики абхазские бойцы водрузили на российско-абхазской границе. Ровно 24 года назад, 6 октября, был освобожден Гагарский район, и флаг нашей республики абхазские ополченцы водрузили над Псоу. По сей день Гагарскую операцию принято считать вестником грядущей победы в Отечественной войне народа Абхазии. Ее особенность состоит и в том, что фактически это была первая операция с применением всей имеющейся силы, от бронетехники до десанта в тылу. А ополчение, сформированное при освобождении Гагры, явилось основой будущей армии. Ведь спустя 5 дней было создано Министерство обороны Республики Абхазия. В этот день тысячи людей пришли к мемориалу погибшим за независимость Абхазии в центре Гагры, чтобы почтить память героев и возложить цветы и венки. Среди присутствующих президент Рауль Хаджинба, премьер-министр Беслан Барцыц, спикер парламента Валерий Бганба, ветераны, в том числе и участники Гагарской операции, матери погибших, представители районов республики, горожане. Люди поздравляли друг друга с праздниками, вспоминали события 24-летней давности. У нас этот праздник вообще связан больше с болью, чем с радостью, потому что очень много ребят мы похоронили. Очень больно все это, конечно, вспоминать. Но радость была, естественно, конечно, была радость. Первая ласточка была, первая победа, тогда уже тем более мы были уверены, что мы победим. Георгий Какаля принимал участие в операции по освобождению Гагры, но рассказывать об этом не любит. Говорит, свежи еще воспоминания. Ветеран воевал в 5-м Пицунском батальоне. Он признается, все 4 дня, пока шли бои, каждый из них делал все, что мог для победы. Первые бои начались чуть ниже
поворота на Пицунду, выше сюда, ближе к Гагре, значит. Там начались первые столкновения, произошли. И потом все-таки нам удалось закрепиться на реке Цхода. Утраты были, конечно, но ребята, ополченцы, сделали все, что могли, не пожалели. Проявилась любовь к родине, к мужеству. Невозможно переоценить ту помощь, которую оказали в этой операции добровольцы. Чтобы защитить нашу землю от врага, сюда приезжали даже по несколько человек из одной семьи. Анзор Магомадов, доброволец из Чечни. Когда началась война, ему было 22 года. Говорит, приехал воевать вместо своего брата, которого он не хотел отпускать на войну. Я к брату пошел. Он говорит, короче, я еду в Абхазию. Скажи матери, чтобы деньги дала. Ну, чтобы он не поехал, я приехал. Я Абхазию никогда не видел. У абхазов были на сопке. Сопку взяли, позицию, короче, над Дзибом. И в Дзиб спустились вечером, короче. А с вечера, с утра, с раннего утра, короче, начали штурм. Мы по центру, именно наш батальон, Дашаева Малата, короче, мы прошли по центру. Свои слезы в этот день не могут скрыть матери защитников. У Зинаиды Попцава во время войны погиб супруг и младший сын. До сих пор боль не утихает от потери родных. У меня воевали 3 человека. Дай бог здоровья, Феликс, он вернулся жив-здоров. Это кто? Старший мой сын, а Едик вместе с отцом погибли. Сын был десантником на горе Ахбюк, муж в Шродне. В этот день в Гагре произошло еще одно значимое событие. В Аллее Славы был открыт второй в стране памятник первому президенту Владиславу Ардзинба. Памятник стал частью мемориального комплекса, установленного в центре города в честь защитников, павших в Отечественной войне народа Абхазии. Церемония открытия началась с торжественного выноса государственного флага Абхазии. Открывая митинг, глава администрации Гагарского района поздравил всех с днем освобождения Гагры и с открытием памятника. 24 года назад с нами нашей республики взвилась на государственной границе по реке Псол. Трудно переоценить значение Гагрской победы в период Отечественной войны народа Абхазии. Она не только разблокировала дорогу жизни, но и способствовала организационному становлению абхазской армии, вселила в людей непоколебимую уверенность в неизбежность заветной победы. Вклад Владислава Ардзинба в создание и укрепление абхазского государства невозможно переоценить, отметил в своем выступлении президент Рауль Хаджимба. Глава государства выразил надежду, что открытие памятника первому президенту на месте, святом для каждого гражданина Абхазии, станет событием, духовно объединяющим народ. Владислав Ардзинба был человеком с большой буквы. У всех, от мала до велика, Владислав Григорьевич вызывал и продолжает вызывать теплые чувства и воспоминания, пробуждая гордость в каждом жителе Абхазии. Открывая памятник, мы еще раз отдаем дань памяти нашему первому президенту. Память о великом лидере навсегда останется в сердцах нашего народа. Авторы памятника Руслан Габли и Амиран Адлиба старались отразить не только внешнее сходство с Владиславом Ардзинба, но и личные качества первого президента. Работа над созданием памятника длилась более 2 лет. Мы начали это и при поддержке главы администрации города, сейчас сменили его, и руководителя городского собрания. Все они поддерживали нас, вдохновляли, искали варианты, места, где это ставить. Идея была и ниже ставить, и выше. В итоге выбрали это место. Мне кажется, что уместно. Это место, парк расширился, и другое. Мы хотели, чтобы Владислав наш, чтобы вот то, что его не хватает, это его силы, его мощи, его слово, чтобы капельку хотя бы наш памятник смог бы привнести. Если это смогли. Торжества завершились праздничным концертом. Перед зрителями выступили творческие коллективы и солисты. Сарес Мыр Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Новым руководителем республиканской общественной организации «Апсадгил» стал Нугзар Логуа. Он избран исполнительным комитетом организации в связи с назначением Беслана Эшба вице-премьером правительства Абхазии.
Государственный русский театр драмы Абхазии удостоен почетного диплома за участие в 6-м российском фестивале «Театральный Олимп», который в эти дни проходит в Сочи. В фестивале участвуют театры из Москвы, Иркутска, Ярославля и других городов Российской Федерации. Русский драмтеатр не участвовал в конкурсной программе, но на него была возложена ответственная миссия – открыть фестиваль. Предоставленную возможность директор Русского театра драмы Ираклий Хиндба назвал хорошим стартом для нового театрального сезона в Сухуми. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 24-26 тепла. Температура морской воды плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире. Итак, второй раунд. Поединок между Энри Агрбай, синие трусы, его соперником